Сколько еще должно произойти скандальных историй в Таджикистане? Сколько людей должны рассказать на весь мир о происходящем, чтобы наше правительство пошевелилось? Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Закупщики продукции кирпичного завода в Душанбе Бахт Таминот сообщили, что после облавы и отправку в армию директора завода они не могут получить ни продукцию, ни уплаченные за нее деньги. 25-летний Бахтияр Замонов был призван на военную службу в апреле этого года. Житель Яванского района Файзали Асада в апреле этого года перевел предприятию Бахт Таминот 6800 самани. Ему пообещали, что партия кирпича будет готова к отправке через неделю. С тех пор прошло 5 месяцев. Но он до сих пор не может получить ни продукцию, ни вернуть своих денег. Я не раз приезжал из Явана в Душанбе на кирпичный завод. Мне сказали, что Раис попал под облаву, и как он вернется из армии, тогда и вернет мои деньги. Я влез в долги и вынужден поехать на заработки в Россию. Я уже 2 месяца здесь, сказал он. Представитель кирпичного завода Бахт Таминот сообщил на анонимных условиях, что завод был основан Бахтиером Замоновым. В начале этого года и здесь трудоустроено более 50 человек. По его словам, деятельность завода была хорошо налажена, но после того, как директора призвали в армию, начались проблемы. На сегодняшний день предприятие имеет задолженность по налогам и долги перед покупателями. В тот день Бахтияр должен был отправить партию кирпичей в Пенджикент, но его задержали сотрудники ОМВД столичного района Сино и доставили в военный комиссариат. Оттуда его отправили в армию. «Мы постараемся полностью рассчитаться с долгами перед покупателями», — сказал собеседник. В 2 отделах милиции столичного района Сино опровергли факт принудительного призыва Бахтияра Замонова в армию. Один из милиционеров сообщил, что согласно закону молодые люди, уклоняющиеся от призыва в армию, подлежат принудительному приводу в военкомат по распоряжению прокуратуры. По закону молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет обязаны отслужить в армии. Исключения составляют некоторые случаи, и они прописаны в законе. Эксперты постоянно критикуют методы призыва молодежи в армию. Раджаб Нусратов, старейший сотрудник военного комиссариата, сказал: «Проблема в отсутствии правильного и справедливого плана по привлечению молодежи в армию. Отправляют на службу всякого, кого ловят, неважно, больной или по какой-либо другой причине непригодный к службе в армии, или какие-то дела у него, не давая ему шанса утрясти все эти дела. В случае с Бахтиером Замоновым, если бы ему дали время, задолженности не возникло бы. Уже многие годы ход призывной кампании в Таджикистане вызывает много нареканий в обществе. Уже 2-й призывной сезон власти используют изощренные методы призыва молодежи в армию. В распоряжении есть видео из одного джамуата района Дусти-Хатлонской области, на котором видно, как молодежь призывают в армию путем жеребьевки. На видео военный комиссар и глава джамуата говорят жителям, что 10 юношей из этой махалли должны пойти в армию, хотя здесь зарегистрированы 80 молодых людей призывного возраста. Они сообщают, что выбор призывников будет сделан путем жеребьевки. В коробку будут сложены бумажки, и только на 10 из них написаны цифры. Кто их вытащит, тот и должен отправить сына на военную службу. Власти называют это справедливым методом призыва молодежи в армию. Однако эксперты указывают на отсутствие современной программы по призыву в армию. Похожая ситуация наблюдалась и в предыдущем призывном сезоне, когда жители жаловались, что власти закрывают мечети, чтобы оказать на них давление. В частности, на этот метод сетовали жители нескольких джамаатов из Фары. Позже председатель из Фары сообщил, что 200 молодых людей вернулись из России и пошли в армию. В Таджикистане призывная кампания проводится дважды в год, весной и осенью. 31 августа этого года президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о мобилизации в армию молодежи в возрасте от 18 до 27 лет. Предстоящий призывной сезон продлится с 1 октября по 30 ноября. А как вы думаете, будут ли у нас еще множество новых и интересных историй? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.